Добрый день. У нас в гостях сегодня Султанбай Айджигитов, экс-губернатор Баткенской области. Дважды вы были там губернатором, да? А также вы занимались экономической безопасностью, финансовой безопасностью. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Сейчас очень много разговоров говорится про внешний долг, что он почти уже 5 миллиардов, и это очень плохо, и, в общем, кабала такая, вот, как мы будем выплачивать и так далее. Как вы думаете, это прям такая неподъемная вещь, 5 миллиардов? Знаете, я вам скажу, что 4 миллиарда долларов, вообще даже для такой нищей страны, как наша, это вообще не долг, понимаете? Потому что наши активы реальные, то есть ресурсные, природные активы, оцениваются международными экспертами в 6 триллионов долларов. Когда мы сидим на 6 триллионах долларов, 4 миллиарда долга – это просто смешно. Это просто Но 4 миллиарда, они реальные деньги, которые надо выплачивать, а те еще надо, эти триллионы надо еще извлекать. Нет, извините, это те, под которые можно привлечь любые деньги. Нужно просто правильно уметь пользоваться активами, надо правильно управлять активами, и тогда все будет нормально, понимаете, в чем дело? А у нас Вот, это делается же, например, неправильно, да? Смотрите, когда вы получаете кредит, закладывая свою недвижимость, вы же его там откуда-то из чего-то не извлекаете, вы просто под залог берете эти деньги и начинаете обращать. Другое дело, что эти деньги, которые взяты, надо правильно пустить в обращение, чтобы они получить выгоду, еще и рассчитаться с долгами. Понимаете, в чем дело? Поэтому в этом смысле весь вопрос заключается в том, насколько мы грамотно умеем управлять своими активами. Вот в чем вопрос. И где эти 6 да, триллионов, вы говорите? Да. Где они? В основном месторождение. месторождения. Это месторождение наши. Это наши, это, собственно говоря, и трудовые наши ресурсы. Это и природные наши ресурсы. Это все, что под землей, на земле, над землей и так далее. Это все оценивается приблизительно 6 триллионов долларов. Ну вот месторождение, если возьмем. Да. Ну, Кумтюр не будем трогать, да? А вот Дерюй, Да. например. Дерюй продали за 100 миллионов долларов. Как вы это оцениваете? Вот смотрите, в соответствии с Конституцией, все, что находится в земле, над землей, под землей, это все народное, правильно? Но почему-то, если какой-то приходит инвестор, вкладывает деньги и вытаскивает его из земли, почему-то 100% становится собственностью инвестора. Его, да. Это все равно, что вы посеяли картошку, потом по какой-то причине вы не можете его извлечь, вы попросили кого-то извлечь эту картошку. Он пришел, все извлек и все себе присвоил. А вам отдал, допустим, мешок, сказал, вот твоя доля. Типа налога и все прочее остальное. Это же неразумно, понимаете? 100 миллионов получил Кыргызстан все-таки. Да, поэтому, значит, вот здесь вот смотрите, продажа нашего месторождения на 100 миллионов долларов, на 100 миллионов долларов, это, конечно, его преподнесли, как будто до этого ведь за 300 сомов отдавали ведь месторождение, понимаете? А здесь говорят, не месторождение, а лицензию. Лицензию, да. Это все равно, что он может уже этими управлять. А здесь, конечно, он полностью месторождение с потрохами продали. Казалось бы, да. Не только лицензию. Да. Не только лицензию. Ну и все месторождения. Все полностью. Все полностью, да. Все содержимое, все продали за 100 миллионов долларов. Ну а если вот так вот посчитать, на сегодняшний день, когда мы говорим о золоте, нужно в связке, о роли на сегодняшнее золото нужно рассматриваться в связке с теми глобальными событиями, которые происходят в мировой экономике и финансах. Они сейчас, вообще мировые финансы и мировая экономика, начиная с 2008 года, они находятся в глубоком системном кризисе. Понимаете? Из этого системного кризиса все передовые страны, все страны пытаются, особенно те, которые выпускают так называемые мировые деньги, они пытаются все это, значит, решить за счет эмиссии денег. Вот. Идет активная эмиссия денег. Только Соединенные Штаты, допустим, за это время довели свою эмиссию денег почти до 12 триллионов долларов. В то время как
В начале это составляло где-то 2-3 миллиарда, 2-3 триллиона долларов. Поэтому вот видите, какие деньги. Но все это не помогает, потому что это системный кризис, и это связано с тем, что вообще мировой уклад хозяйственный, он пришел в свое кризисное состояние, и происходит переход на новый мирохозяйственный уклад. И вот этот вот кризисный период, когда все активы начинают дешеветь, терять свою цену, когда кризис и в экономике, когда и в финансах, капитал начинает искать куда надежно вложить. Начинает искать надежные активы, куда можно вложить капитал. И вот в этих условиях золото становится одним из самых надежных активов, куда вкладывается капитал. Поэтому сейчас цены очень сильно растут. Понимаете, как на сегодняшний день тройская унция золота равен приблизительно $2000. Есть прогнозы, что он дойдет и до 3000, и, возможно, дальше пойдет. Понимаете, пока вот эта вот вся ситуация будет держаться. И потом нужно иметь в виду, что золото в конечном итоге это конечные мировые деньги. Это традиционно тысячелетними используют его как мировые деньги. Понимаете как? Поэтому даже если мы вот сейчас вот все переходим в так называемые цифровые деньги, даже если мы перейдем на цифровые деньги, в случае чего, если будут какие-то там сбои в этой вот цифровой денежной системе, конечными деньгами все равно будет золото, понимаете? И все равно мы будем вынуждены обращать к золоту, как к самому надежному финансовому активу. Вот. Это исторически так сложилось. Поэтому золото на сегодняшний день в Кыргызстане реально запасы золота, считая мелкими, начиная от рассыпных, там где от 100 килограммов и вещи, да, запасы золота, у нас запасы золота составляют приблизительно 3000 или 3000 тонн золота у нас. И месторождений у нас более 3500 месторождений, начиная вот с мелких, там где 100 килограмм и выше, вот как, например, в Кунтуре, 1000 тонн, они все вместе составляют 3000 тонн золота. Вот. Поэтому это огромное богатство, это огромные активы. Вот. Они стоят сотни миллиардов долларов, они стоят, да? Вот. Поэтому нужно правильно использовать. А мы вместо этого просто бездарно, просто по дешевке, как последние алкоголики свое имущество распродают, мы распродаем это свое золото. Вот, например, вот даже взять, вот 100 тонн золота, сказали, на Джеруи, да? Мы его продали за 100 миллионов долларов. Вот. Теперь тройская унция, если перевести его в тройскую унцию, 100, а потом умножить на $2000, получится 6 миллиардов 250 миллионов долларов стоит это месторождение, по большому счету. Золото, если бы его полностью извлечь и очистить, да? Да, очистить. Вот. Теперь, значит, мы его продали за 100 миллионов. В результате, значит, купив это месторождение, у них, значит, чистый валовый доход у них составляет 6 миллиардов 150 миллионов долларов. Допустим, из этих 6 миллиардов 150 миллионов долларов где-то 1,5 миллиарда или 1,150 миллиарда они пустили на то, чтобы все это извлечь, эти 100 тонн. Да? Вот это вполне достаточно, мне кажется. Вот. Ну, приблизительно достаточно. Итого у них в чистом виде, это чистейший доход, у них получается вот налоги, социальные отчисления, которые они делают, вот, местные фонды, социальные фонды отчисления. Все это вместо, допустим, 1 150 миллионов долларов, если даже за все это время они отчислят. Этого хватит? Да, этого вполне должно хватить, по моим так грубым расчетам, то у них чистый доход остается 5 миллиардов долларов. Вот представь себе, теперь вот они получили 5 миллиардов. А если бы мы сами его разрабатывали, а мы вполне это можем делать, потому что, в принципе, даже на примере Комтору мы видим, что Камейка ни одной копейки своего вот туда не вложила, понимаете? Если даже вложила, не более чем 10 миллионов долларов. Вот. А первые организационные вопросы. А в основном они получили лицензию, разрешение, значит, пользоваться, закладывать под залог это месторождение. Они поехали под залог, получили кредиты, наняли, значит, операционную вот эту вот компанию, которая будет этим заниматься, понимаете, привезли его. И вот на наши же деньги они все это сделали, понимаете. А мы что, разве этого не можем сделать? Нет, в то время, может быть, не было специалистов, да? В то время, может быть, мы этих вещей не понимали.
Вот, но сегодня по прошествии 30 лет мы же эти вещи уже хорошо умеем делать, и все остальные золотые месторождения мы можем вполне сами использовать. Вот, допустим, если бы мы сами, вот сейчас вот я считаю, что вот политика Джапарова совершенно правильная, когда он сказал, все месторождения мы будем разрабатывать сами. И это абсолютно правильно. Вот на примере того же Джижуи, да? Вот. Допустим, мы имели бы, вот я как подсчитал, если бы сами разработали, 5 миллиардов долларов у нас потенциально чистого дохода. Понимаете? Вот. Теперь, конечно, ну это же надо извлечь, понимаете как? Но дело в том, что по тому механизму, который я вам рассказывал, можно найти, всех начинает разработать. А как только вы начали разрабатывать, и первые уже килограммы золота, когда пошли, уже в принципе это месторождение, это будущее золото, можно ставить под залог. То есть под 5 миллиардов долларов мы можем привлекать кредиты. Да, очень дешевые. И сейчас с удовольствием дадут, потому что золото это конечные деньги. Доллары это тоже бумага, а это конечные деньги, понимаете как? Поэтому под 5 миллиардов долларов мы спокойно можем привлечь 3 миллиарда долларов. Это спокойно. Причем под очень-очень низкие проценты, потому что, во-первых, залог 2 раза почти превышает стоимость этого кредита. А во-вторых, это железный залог, самый ликвидный залог. Понимаете как? Это самый ликвидный, еще ликвиднее, чем сам доллар. Вот, понимаете? Поэтому очень легко привлечь. Теперь, вот смотрите, теперь весь вопрос, как правильно запустить в обращение эти 3 миллиарда долларов. Грамотно, чтобы она работала не на какой-то там, не на разворовывание, а на то, чтобы именно развивать экономику. Если мы будем его пускать правильно, если даже 10% будет невозврата от этих денег, от 3 миллиардов, если даже, то есть с учетом вороватости наших чиновников и коррупционной составляющей, пускай 10%, допустим, разворуют, каким-то образом не возвратят. Даже при этом, если мы остальные, допустим, 90% пустим на пользу дела, чтобы было, то мы при этом получается так, что использовав 3 миллиарда долларов чисто в нашу экономику, мы потеряем всего лишь на 300 миллионов долларов золота своего под залог. Придется на 300 миллионов долларов отдать вот эту вот недостающую 10%. Вот. И если мы вот эти 5 миллиардов долларов по 300 миллионов каждый раз, когда мы по 3 миллиарда будем нашу экономику... еще раз. Можно 17 раз по 3 миллиарда долларов взять и запустить нашу экономику. Понимаете? Итого у нас потенциально на 100 тонн золота мы можем привлечь на нашу экономику 51 миллиардов долларов. Представляете, какие кредитов? Кредитов, да. Причем самые дешевые, в самых выгодных условиях. Вот что такое инвестиционная привлекательность. Понимаете, в чем дело? Вот сейчас говорят инвестиционная привлекательность и тому подобное. У нас совершенно неправильно понимает инвестиционную привлекательность. Инвестиционная привлекательность это значит во всем уступать инвестору. Это означает уступать свои национальные интересы. Понимаете, в чем дело? Самое главное условие инвестиционной привлекательности это развивающийся рынок. Если, допустим, рынок очень интенсивно развивается, он становится инвестиционно самым привлекательным. И здесь демократия, диктатура тут абсолютно ни при чем. Понимаете? Вот, например, Китай. Он же ведь выбирает, он же квоту дает на то, чтобы, значит, иностранные инвесторы вложили в их экономику. Понимаете? Или, например, Узбекистан, или Казахстан. Их же это развивающийся рынок, это бурно развивающаяся экономика, или, допустим, Южная Корея. Туда же деньги вкладываются, инвесторы же в очередь становятся. Понимаете, в чем дело? Поэтому здесь вот, я поэтому и говорю, что вот сейчас вот мы хотим, нужны, говорят, огромные деньги для развития нашей экономики. Да, нужны деньги. Но огромных-то денег не надо для нашей экономики. Для стартового, для того, чтобы запустить и встать на устойчивый экономический долгосрочный рост, стартовых денег вполне достаточно 1 миллиарда долларов. Понимаете? 1 миллиарда долларов вполне достаточно для того, чтобы стартово очень грамотно запустить на устойчивый экономический рост нашу экономику. Вот. Во-первых, эти деньги, видите, как у нас огромные деньги, нигде ничего не надо. Деньги эти у нас лежат под ногами. И причем там
не какими-то миллиардами, не десятками миллиардов, сотнями миллиардов долларов у нас под ногами лежат эти деньги. Нужно просто наклониться, взять, поднять и правильно пустить его в оборот. Понимаете, все? Квалифицированные кадры как? Квалифицированные кадры должны быть. Безусловно, вот здесь вот как раз кадры решают все. Вот здесь вот нужно, вот эти вот, ну у нас практически нет никакой кадровой политики, понимаете, в чем дело? Когда хорошо работающего чиновника просто из-за каких-то вещей выбрасывают на улицу и совершенно не заботятся о нем, кто будет хорошо работать, понимаете? Любой чиновник, который придет, он знает, что через некоторое, как бы ты ни работал, тебя выбросят и забудут. Никакой социальной гарантии, социальной защиты у тебя нету, поэтому они, как только приходят к власти, какую-то должность, они пытаются обеспечить себе, максимально обеспечить себе, так сказать, вот Успеть. Успеть, да, для того, чтобы обеспечить себя, значит, безбедное существование, когда его вытолкнут на улицу. Понимаете, в чем дело? Поэтому здесь кадры решают все. И нельзя говорить, что у нас кадров этих нет. У нас кадры есть, их полно в Кыргызстане. Грамотных кыргызов, кыргызстанцев у нас очень много. Но они все не при делах, понимаете, в чем дело? А вот в Баткене вы дважды были губернатором. Да. Вот самая такая проблемная сейчас область, оказывается, Баткен. Из-за приграничных проблем, из-за других. Там как можно было экономически? Вот, например, смотрите, вот в Баткене есть месторождение Алтынжилга. Там всего лишь 22 тонны. Да, Золото. Золото, да. Стоимость его по современным ценам, значит, он где-то 1,4 миллиарда долларов. 1,4 миллиарда долларов. Если полностью все извлечь, да? Причем, значит, вот мною разработанный есть там еще в 2005 году разработан, есть программа Текесекрик, так называемая. Он уже нашумевший в свое время, Атамбаев его даже включил долгосрочное развитие, и что ему нужно 24 миллиарда. Он предусматривает построение ГЭС там на реке Сох, да, вот, построенный ГЭС, вот, и освоение 70 тысяч гектаров земли. 70 тысяч гектаров земли в Баткенском районе. Это было бы мощнейший толчок для развития экономики Баткенской области. Понимаете как? Вот. И для этого нужно всего лишь 350 миллионов, 300 миллионов долларов необходимо. Теперь, когда говорят, это огромные деньги, я говорю, ни одной копейки ниоткуда не надо брать. Вот нужно просто взять Алтынжилга, 1,5 миллиарда долларов, да? Допустим, китайцам предложить его разрабатывать, да? 30 на 70, при этом тоже не надо их с потрохами, при этом еще и 30-70% оставлять за собой эти вещи, вот. 30% китайцам отдать. Но как только это месторождение начнет разрабатываться, значит, можно под залог наших активов, под 70% нашей доли, мы могли бы 300 миллионов долларов спокойно привести, понимаете, то есть месторождение, золотоместорождение и Текесекрик можно очень тесным образом связать. И вообще с любой программой развития региона можно вот месторождение напрямую связать, с любыми программами, с любыми проектами. Если таким образом связать, то мы могли бы одновременно и месторождение разрабатывать, и одновременно сразу же получить кредит, причем очень дешевый кредит получить для развития Текесекрик. Мы бы сразу построили ГЭС, который бы обеспечивал практически всю область очень дешевой электроэнергии, да, бесперебойной. Вот. Еще и соседи могли бы еще и продавать его соседям, тем же таджикам, узбекам. Вот. Кроме этого, 70 тысяч гектаров земли можно было освоить. Вот. Там уже разрабатывают, а дальше уже пойдет уже как по мультипликативному цепочке, это все развитие пойдет. Понимаете, как? На сегодняшний день я вам скажу, что в Баткенской области орошаемых земель на сегодняшний день всего лишь 36 тысяч гектаров. 36 тысяч. А там 70. А здесь 70 тысяч только в одном районе открывается. Понимаете? Это 36 тысяч гектаров, это было на момент, когда еще был Советский Союз, когда полив был очень хороший. А с учетом того, что у нас уже ирригационная система достаточно хорошо разрушена, то реально, допустим, я думаю, что не более 25 тысяч гектаров земли у нас есть орошаемых, понимаете, реально, а может быть даже 20 тысяч. Никто этого конкретно, я думаю, не подсчитывал. Поэтому я говорю, что Кыргызстану не надо где-то искать деньги. Они под ногами валяются. И причем не десятками, сотнями миллиардов долларов у нас под ногами валяются, и нам нужно просто поднять его и использовать. Нужно просто грамотно использовать вот эти вот золотые месторождения. И золото надо не продавать его как сырье металлическое по цене металлолома,
а нужно его продавать как финансовый актив, использовать его как финансовый актив. Под этот финансовый актив привлекать можно огромные деньги. Под этот финансовый актив, который стоит всего лишь 5 миллиардов долларов, можно, я как вот показывал, можно десятки миллиардов долларов привлекать. Понимаете, в чем дело? По одному только джирую сколько можно. А представьте себе, сколько мы потеряли по Кумтору. А там ведь 1000 тонн есть. И еще 500 тонн еще так Ну, есть. 700 обычно говорят на Кумтуре. 700 Ну, 700, тонн. но это так называемый С1. То есть это самое 100% уверенное. А прогнозируемые там 1000 тонн и даже, возможно, больше. Понимаете, в чем дело? Ну вот вы говорите вот эту программу Текесекрик. Да. Вы включали ее при Атамбаеве, она куда-то была включена в правительственную программу, да? Да, она долгосрочно до 40-го года. И что развития. потом случилось? И все, и на этом включили, и все. Да, Как? И все. Включили В программу? Да, в программу и сказали, что нужно там 24 миллиарда долларов. Вот Джеймбеков пришел, его правительство говорит, что у нас таких денег нет, давайте это мероприятие исключайте. Это как? Я им говорю, ребята, не надо исключать его. Деньги вот они. Просто политическая воля нужна. Дайте месторождение, вот это Алтын-Джилга нужно просто вот это использовать и все. Используйте то, что у нас есть. Нет, Ну, реально что надо сделать? Найти инвестора, а потом заложить вот этой 22 тонны, да, вы говорите, Да. Алтын-Джилга. Да. Кто и с кем это должен делать? Ну, допустим, на сегодняшний день, вы знаете, из-за того, что кризис, системный кризис в финансовой системе, да, вот мировой, глобальной денежной системе, финансовый системный кризис, все сейчас стараются вкладывать свои капиталы в золото. Поэтому все страны, все, допустим, национальные банки, центробанки сейчас накапливают золото, закупают везде золото. Понимаете, в чем дело? Вот, например, Китай, Россия. И даже мы начали. Вот сейчас вот из-за того, что на золото деньги растут, вернее цены растут, у нашего национального банка золотовалютные резервы выросли ведь до 3 миллиардов долларов. Вы думаете, за счет чего у них золотовалютные резервы? Это там кто-то там в поте лица в Национальном банке, потому что пахали? Да нет, просто потому что цены на золото выросли. А поскольку часть золотовалютного резерва находится в золотом виде, цены на золото растут, и, соответственно, растут и золотовалютные наши резервы. Видите, что это такое? Вот, на сегодняшний день. Ну вот конкретно, что надо сделать конкретно? Вот. Вот, допустим, по Алтын-Джилга. Да. Например, допустим, вот китайцы сейчас любое месторождение возьмут, если дать хорошие гарантии, они возьмут его на разработку. А никто сейчас Даже не разрабатывает это? 30 на Алтын-Джилга? 70. Алтын-Джилга там кто-то там разрабатывает, кто-то занял, но никто не разрабатывает. И все время изучают. Но я подозреваю, что там потихонечку рудой, потихонечку контрабандным путем просто руду вывозят. Я так думаю. Да? Ну, я не ручаюсь, но я так предполагаю. Потому что уже столько лет его из одних рук в другие переходит, и никто ничего. Я говорю, давайте использовать в интересах нашего государства. Давайте мы его используем. То есть мы дадим того же, явный наш ближайший сосед, который способен это сделать, это Китай. Дадим это месторождение, откроем совместное предприятие по разработке этого. 30% отдадим китайцу, 70% будет наше. Да? Под это, значит, наши 70%, как только это месторождение начнет, ну, там, начнет уже в движение приходит, его можно уже использовать как залог. Мы можем эти 70%, под эти 70% занять 350, допустим, миллионов долларов, и эти 70% отдать заложить и отдать в трастовое управление, значит, доверительное управление тем же китайцам, да, своим же партнерам отдать. До тех пор, пока мы не вернем им эти 350 миллионов долларов. Понимаете как? И эти 350 миллионов долларов запустить в Текесекрик. И таким образом, а у нас таких месторождений по 20 тонн, по 60 тонн, по 30 тонн, по 15 тонн. Их же навалом, понимаете? Таким образом, все регионы наши можно. Ну а почему не делают этого? Там, наверное, юридические еще Я есть думаю, моменты. что здесь не столько юридические, сколько здесь чисто коррупционная составляющая. Потому что кто-то когда-то купил лицензию на эти месторождения. Перепродал. Перепродает, и она там... Из-за этого там юридические какие-то моменты и есть. Поэтому, нет, там юридических моментов нету. Там ведь, если ты лицензию взял за какое-то время, ты его не разработал, государство запросто может его вернуть. Тем более он его купил-то за 300 сомов, извините. Понимаете, в чем дело? А перепродал, может быть, там за миллионы. Поэтому здесь нужно просто, здесь вот
просто-напросто коррупционная составляющая. Здесь заложено вот в этом золотом деле нашем, золотой отрасли, это настолько мощная коррупция сидит. Понимаете, в чем дело? И это коррупция на самом высоком уровне. И нужно просто наше месторождение, наше золото, не нужно распродавать с потрохами. Как деры. Как деру, да? Не нужно. Его надо изымать, закладывать и делать из него финансовый актив. И под залог этого финансового актива надо привлекать очень дешевые деньги для развития нашей экономики. И таким образом мы можем, я еще раз повторяю, не десятки миллиардов, сотни миллиардов долларов мы можем привлечь таким образом деньги в нашу экономику. Вы говорите, вот при Дейнбекове сказали, что таких денег нет и исключили из программы. А к новым властям с этими предложениями вы обращались? Ну, пока мы обращались, ну, пока, понимаете, новые власти пока еще это... Рассматривают. Ну, Выжидают. руки, наверное, не доходят, я так думаю. Сейчас вот у них больше проблем политических, чем экономических. Они больше увлечены именно политическими проблемами. Хотя нужно заниматься экономическим. Например, вот сейчас вот правительство 100 дней свою программу сделали за 100 дней. Но там, понимаете, чисто организационные мероприятия. Это может быть для пиара хорошо, но для развития нашей экономики это, это недостаточно. Это не программа, я так скажу, понимаете, в чем дело. Вот. А публиковали вот в каком-то виде какого-то доклада или презентационное чего-то, вот эту программу? ТКС-КРИК? Да. Да, ТКС-КРИК я же говорю, его презентую с 2005 года. Последний раз мы его вместе с Куловым, с его партией Арнамыс, в 2015 году, партия Арнамыс его взяла на вооружение, как в свою программу включила. Но когда она не прошла, мы с Феликсом Шаршембаевичем вместе, значит, внесли его Атамбаеву ведь как предложение. Атамбаев поэтому его принял и включил его в долгосрочную программу долгосрочного В каком развития. году? Вот когда был разработан 2040 программа. Оно включено в это 2040. Это, по-моему, 17 или... Нет, в 16 году, наверное. А в 17-м уже были выборы. И... Да. Но вот общая это большая программа, и даже сам Атамбаев говорил, что она выполнена где-то на 15-17% всего. Ну, понимаете, дело в том, что эта программа, это набор хотелок. Понимаете? Хочу вот так и все, понимаете как. Она совершенно, во-первых, сама программа, сами мероприятия между собой, как бы они они не сопрягаются между собой. Они между собой связи, между мероприятиями нету никаких, понимаете как. И поэтому это раз, а во-вторых, она совершенно не подтверждена никакими источниками финансовыми, понимаете как. Под него не было разработана финансовая политика, финансовый механизм не был разработан. Поэтому ничего удивительного, что то, что могли там привлечь, допустим, туда включили вот эту вот Датха, вот высоковольтной линии, значит, север-юг, вот этот ТЭЦ включили. Ну вот, понимаете, музей включили. Это исключительно только за счет денег, за то, что мы по уши залезли в долги, понимаете, в чем дело. Вот. Поэтому как-то так, понимаете. Ну вот вы говорите, ваша программа, вот эта ТКС-КРИК, были разработаны механизмы финансовые. Да. Вот я и говорю, механизм, вот Алтын-Жылға, не надо нигде искать деньги. Вот она. Алтын-Жылға надо взять, связать его с этой программой, вместе с ней разработать в системе. Деньги еще останется, понимаете, в чем дело? Можно. Ну, получается, сколько таких было программ с механизмами уже разработанными в этой общей программе? Понимаете как? Дело в том, что я когда был там губернатором, я разработал программу, так называемое социально-экономическое развитие Баткеновской области до 2035 года. Это я еще в 2005-2006 году на 40 лет тогда разработал. Тогда там о долгосрочном программе даже вообще речи никакой не шло.
Это вот в 2015 году только начали говорить о долгосрочных, там, десятилетиями, там, долгосрочных программах, и вот это 2040 было разработано. В то время как мы у себя в области еще в 2005 году разработали до 2035 года, практически, ну, на 40 лет разработали, понимаете как? Вот это все, что происходит сейчас в Баткенской области, вот эти вот объездные дороги, там, вода и все прочее остальное, там, орошение, новые орошаемые земли, в том числе и Текесекрик, вот эту вот разработку месторождения алюминия. Вы знаете, что там 6 миллиардов тонн запасов алюминия есть? 6 миллиардов тонн. Ну, алюминий обычно нужна целая огромная ГЭС, чтобы... Да, да. Вот это вот ГЭС мы должны были обеспечить каскадом гидроэлектростанций. Там всего лишь миллиард киловатт-час нужно для алюминиевого комплекса. А этот миллиард киловатт-час можно вполне обеспечить каскадом электростанций на реке Сох, на нашей территории. Вполне. Этого хватило бы, да? Вполне хватило бы, да. Поэтому это все вот в этой программе до 2035 года, она там есть, она все заложено. Просто никто не хочет этим заниматься, понимаете, в чем дело? Меня в свое время оттуда убрали, я пытался убедить, и Бакиева тоже, я говорю, давайте вот это сделаем, я хотя бы начну, запущу его, а потом я сам напишу, уйду. Это же самое я говорил и о Атамбаеву тоже. Это же самое я говорил и о Тунбаевой тоже. Потом, значит, я это много раз предлагал. Ну, Атамбаеву тоже. Ну, как-то так, понимаете, там, видимо, мотивация какая-то другая, что ли. Вот пока выбирается в президенты, вроде там все это воспринимается. Как только президентами стали, там как-то другие интересы появляются. сразу как-то переключается, и совершенно все, что говорили, все, что обещали, это все забывается. Понимаете как? Но я думаю, что это особенности просто нашей выборной системы. Потому что, когда идешь на выборы, выборы у нас построены на частных деньгах. И вот когда идешь на выборы, они прекрасно знают, что поскольку выборы на частных деньгах построены, там все решают деньги. Поэтому ищут деньги. А деньги у кого есть? У коррупционеров есть. Они его финансируют. Соответственно, значит, то, что он обещает народу, это одно, а то, что обещает коррупционерам, которые его финансируют, это реально. Это надо вернуть. Это нужно вернуть. Это реальные вещи. Поэтому, когда он уже становится, ну, там, приходит к власти человек, он, естественно, значит, начинает выполнять обещания, которые дал не народу, а коррупционеру. Надо же реальные деньги же отрабатывать надо. Ну, я думаю, что особенности нашей выборной системы. Поэтому, если мы хотим в корне изничтожить, так сказать, в корне изничтожить коррупцию, то нужно менять выборную систему. Особенно финансирование выборной системы надо менять. Как в Скандинавии или, Да, или вот в как Японии? в Скандинавии, там, где надо финансировать его из бюджета. Вот тогда заказчиком власти будет народ. Потому что бюджетные деньги – это народные деньги. Это вот как в Скандинавии. Почему там нету коррупции? Да потому что там 100% выборы делаются из бюджета. Поэтому политики начинают писать программу именно в интересах народа. Именно в интересах государства. Потому что финансируется, власть заказывает народ. Понимаете, в чем дело? Поэтому там они совершенно спокойно воспринимают вот эту прогрессивную форму налогообложения. Там капиталисты до 70% валового дохода они облагаются подоходным налогом. То есть вы, если заработали миллиард, у вас 700 миллионов Заберут. сразу же заберут в казну, и за счет этого очень высокий уровень жизни. За счет этого у них разница, вот эта вот ножница между бедными и богатыми, она всего лишь 8-10 раз составляет. Понимаете, как это норма, когда вот такой вот колоссальной разницы нет. Поэтому там очень высокий уровень жизни. Поэтому они считаются самыми счастливыми, потому что деньги для них не самое главное. Даже для капиталиста деньги не самое главное. Понимаете? Поэтому там капиталисты очень скромные. Ходят в обрывочных свитерах, ездят на велосипедах, ходят как все люди. Потому что когда, ну, там у них в скандинавских странах щеголять богатством считается некультурным, неинтеллигентным, несовременным. Понимаете как? Вот. Поэтому вот такая ситуация. Поэтому все очень, вот мы зря деньги, вот деньги, духовность, культура, это очень тесно между собой связано. Даже религия, понимаете, как очень тесно между собой связана. В зависимости от того, какая финансовая система, и мораль точно такая же появляется, и духовность такая же появляется, и культура, это все между собой связано. Понимаете, в чем дело? Если мы хотим изменить, вот наша
сейчас вот мы говорим, вот духовности нет, там, культуры нет, все падает, значит, патриотизма нет, заботы, социальной ответственности нет. Это все причина нашей финансовой системы. Это порочная финансовая система, там, где на первое место ставится только прибыль, понимаете, как золотая монета, вот, золотой телец. Поэтому мораль в сторону, культуру в сторону, духовную в сторону, самое главное это вот Деньги. прибыль, деньги, 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 еще раз деньги. Соответственно, и мораль соответствующая, понимаете как. Вот самое У нас главное. уже время подходит к концу. Это может быть отдельную другую передачу на эту тему. Да. Может быть, надо сделать. Спасибо вам большое. У нас в гостях был Султанбай Айджигитов, дважды губернатор Баткенской области, и сам он специалист по макроэкономике и Экономической финансовой экономической безопасности. Спасибо большое. Спасибо вам. До свидания.